О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Операция «Мигрант». В Якутии проверяют законность нахождения иностранцев на территории региона. Что ждет нарушителей? Новая воздушная гавань Южной Якутии собирает награды. Аэропорт Нерюнгри признан лучшим малым аэропортом России на отраслевой выставке. При поддержке президента в 2 школах Якутска ввели в работу новые спортивные комплексы. Покажем, чем оснащены современные школьные спортзалы. «Открой Якутию». Впервые фестиваль «Мусустар» включен конкурс на лучшее изобретение туристического сувенира. Увидим интересные задумки. Также впервые в программу фестиваля включен турнир по футбольному фристайлу. Организаторы шли на риск, и он полностью оправдал себя. Мы расскажем, почему. В Намском Улусе объявлен 3-дневный траур, будут спущены государственные флаги, а также отменены все спортивные и культурные мероприятия. Напомним, в результате пожара в селе Хамагата погибли 2 ребенка в возрасте 4 и 6 лет. Сообщение о пожаре поступило в следственные органы. Сегодня днем на место происшествия выехали сотрудники следкома, следователи-криминалисты и сотрудники оперативных служб. Отмечается, что проводится осмотр места происшествия, допросы и иные необходимые следственные действия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все организации и предприятия призывают оказать пострадавшим психологическую и материальную помощь. В республике проверяют легальность пребывания мигрантов. В Якутске стартовала масштабная операция «Мигрант-2024», в ходе которой проверят все места нахождения иностранцев. Подробности у нашего корреспондента. Ночные клубы, продовольственные ларьки и строящиеся объекты. В подобных местах сотрудники МВД проводят рейды и обнаруживают нелегальных мигрантов. В ходе ежедневных операционных мероприятий представители правопорядка обходят большое количество мест. Рейд у нас проводится каждый день. У нас проверяются и большие адреса, и квартиры, и места скопления иностранных граждан, такие как общаги, возможно, еще эти места пребывания, работы, фрукты, овощи, ларьки, большие оптовые базы, строительные объекты. В основное внимание у нас идет, конечно, на документы иностранного гражданина. Он легально ли находится у нас, нарушения ли были у него раньше. Например, если иностранный гражданин ранее нарушал по одной статье, потом в течение 1 года, если он 2-й раз привлекается, это будет уже выдворение. Работники управления по вопросам миграции МВД отмечают, что работа без трудового договора и воинского удостоверения, а также отсутствие в налоговом учете могут стать поводом для штрафа или выдворения за пределы России. В настоящее время на мероприятии еще проверяются не только иностранные граждане, но и те лица, которые предоставляют им жилое помещение. Например, если иностранный гражданин незаконно находится и проживает по их адресу, возможно такое, что это лицо будет привлечено к уголовной ответственности по 322 статье УК РФ с лишением свободы до 5 лет. По итогам проверки на строящемся объекте сотрудники МВД доставили 18 человек в отделение полиции для проверки. Из них выявили 1 нелегально находившегося на территории Российской Федерации гражданина, который будет привлечен к вынужденной миграции. На сегодняшний день по адресу Вилюйский тракт, 3-й километр, нами были проверены строящийся объект, комплекс, где работают иностранные граждане, осуществляют трудовую деятельность. В ходе проверки документов нами был установлен незаконно находящийся иностранный гражданин, которому ранее был закрыт въезд. Данный гражданин дальше будет направлен в суд для выдворения из Российской Федерации. С начала текущего года сотрудники МВД провели проверку 4113 мигрантов, 78 из которых находились на территории России нелегально. Было возбуждено 223 административных правонарушения. Проверки будут продолжены. Лиана Михайлова, Алексей Степанов, Иван Сорокаумов, Якутск. Айса Николаев провел рабочую встречу с руководством Росгвардии. В ходе встречи замкомандующего Восточным округом войск Нацгвардии Михаил Романов представил руководителя управления Росгвардии по Якутии, полковника полиции Сергея Челищева.
Последние 2 года Челищев возглавлял соответствующую структуру в Приморском крае, где приобрел новый опыт и практику, подчеркнул Романов. Глава Якутии Сан Николаев выразил уверенность, что взаимодействие с Росгвардией продолжится постоянно и эффективно. Первоочередная задача – это проведение на высоком уровне выборов президента России и международных спортивных игр «Дети Азии», отметил Сергей Челищев. Также глава республики заслушал отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности холдинговой компании «Якутуголь». Информацию представил управляющий директор Сергей Коломников. Так, за прошлый год потрачено более 7 миллиардов рублей на модернизацию оборудования и транспорта компании. Наращенные объемы добычи угля, в частности, в селе Джбарики-Хая, где добыча за 3 года впервые перешагнула планку в 200 тысяч тонн. В этом году планируют увеличить производительность горных работ и реализацию сырья в 1,5 раза, а также стабилизировать поставки угля основным потребителям, таким как ГРЭС, а также в отдаленные районы республики. В 2023 году сделали серьезный задел, на ближайшие несколько лет, который будет давать нам прирост как объемов скоростных работ, так и в конечном счете и добычи, и реализации, что и самому предприятию позволяет выйти на несколько новый уровень, и, безусловно, обеспечить хороший финансовый поток и для республики в том числе. В Москве завершилась ежегодная отраслевая национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. Одно из основных событий мероприятия – вручение премии, где в номинации «Лучший малый аэропорт года» на этот раз победителем стал аэропорт Нерюнгри, что сыграло ключевую роль. Об этом в сюжете. Обновленный аэровокзальный комплекс Нерюнгри был открыт в декабре 2023 года. С этого времени вырос пассажиропоток, расширена маршрутная сеть аэропорта. Введены прямой рейс в Красноярск и чартерные перелеты по маршруту Нерюнгри-Эльга и обратно. В этом году за январь, получается, тоже по сравнению с предыдущим годом, то есть было 21 300 пассажиров, то есть тысячи меду. Сейчас мы 25 200, то есть перевыполнение плана примерно на 16%. Сегодня пассажиры обновленного аэропорта пользуются современной системой обработки багажа, информационными экранами, просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, подъемным транспортом, залами повышенной комфортности. Сотрудники тоже отмечают значимые улучшения качества условий их работы. Наверное, обращали внимание, если пользовались услугами аэропорта, что у нас обычно на стойках регистрации сотрудники одетые сидели в шапках и в варежках, можно сказать. Сейчас девочки у нас красивые, в рубашках, в туфельках. Конечно, мы рады, что у нас появилось новое место, новое пространство. Новый аэровокзал сыграл ключевую роль в улучшении работы аэропорта. И победа в престижной номинации еще раз подтверждает это. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Совет ветеранов постпредства Якутии в Москве передал газовые обогреватели в помощь участникам спецоперации. Свой вклад внесли не только ветераны труда, но и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, дети войны, все выходцы из Якутии. Благотворительная акция стала традиционной. Наши земляки, проживающие в Москве, в 4-й раз направляют гуманитарную помощь. Теплые вещи, белье, обогреватели в опорный пункт единого координационного центра в Новоазовске. По заданию центра посещают раненых в военных госпиталях. В новую партию с газовыми печами ветераны вложили свои письма, адресованные бойцам к 23 февраля. В благотворительной акции приняли участие 27 ветеранов якутян. Тыл должен помогать. Мы как бы в тылу. У нас есть ветераны войны, ветераны Ленинграда, блокадники. И уже мы все в возрасте. Вот я дитя войны. Поэтому нам это очень близко, больно, мы переживаем. И, конечно, мы включились во всемирную акцию помощи нашим воинам, защищают нашу Родину. А в Якутии отметили 35-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Сегодня в стенах регионального парламента прошло торжественное мероприятие. Вспомнили историю конфликта в Афганистане, его героев, почтили память солдат и офицеров, погибших при выполнении служебного долга. Доверенное лицо Владимира Путина, ветеран боевых действий афганской войны Валерий Лютый отметил, что ветераны не остаются в стороне от важных дел, принимают активное участие в жизни страны и общества, хранят верность боевому братству,
оказывают поддержку, уделяют особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Что такое патриотизм? Это не просто на майке написать. Прежде всего, патриотизм – это поступок. Поступок ветеранов, которые рискуют своей жизнью за интересы, защищая интересы нашей страны, безопасность нашей страны. Это и есть самый важный поступок. Ну а наша задача как ветеранов – это передавать подрастающему поколению. Чем мы занимаемся на протяжении всего времени, как мы вернулись из Афганистана или из других горячих точек. Идем далее. В 2 школах Якутска ввели в работу новые спортивные комплексы, многофункциональные спортзалы. Площадью более 460 квадратных метров построили в школах номер 10 и 20. Они укомплектованы всем необходимым оборудованием для занятий различными видами спорта. Продолжит Марферина Алексеева. В образовательной программе городской школы номер 10 на протяжении многих лет уделяется особое внимание спортивному развитию учащихся. Учреждение сотрудничает со спортивными школами города, отмечая предрасположенных к спорту ребят, и дает возможность переводиться в спортивные заведения. Несмотря на недостаток площади для занятий, в школе ведутся различные спортивные секции. Был единственный минус – приходилось ютиться в приспособленных кабинетах. Сегодня возможности расширились, и у педагогов большие планы. Нынче у нас 1790 детей. Это при загрузке проектной до 700 человек. Естественно, не хватает активности, таковой мы выполняем в коридорах, там приспособление помещения делаем, у нас тир есть, конечно, немножко разгрузка идет. Ориентирование спортивное мы хотим проводить, фехтование. В общем, какие-то виды, может быть, которые в школу не помещаются. Аналогичный комплекс построен в 20-й школе. Здесь организованы раздевалки и душевые. Площадка будет использоваться как для школьных уроков, так и для дополнительных спортивных занятий во внеурочное время. В этом заведении организация спортивных кружков была еще сложнее. Дети вынуждены были ездить на тренировки в разные залы города. Мы занимались, где нам пускали. Например, спорткомплексы Дахсун ходили, в школе 25. Сейчас, как вы видите, у нас свой спортзал появился. Мы очень рады. И рядом со школой. И я надеюсь, что результаты долго ждать нам не придется. Будут результаты, когда есть условия. Сегодня в новом зале стартовал сезон традиционных смотров песен и строя. Все предыдущие годы смотры проводили в небольшом здании. Сейчас смотр песни и строя, и сейчас очень большой зал, и поэтому очень удобно. А раньше был очень маленькая рекреация, из-за этого было совсем неудобно. На уроках физкультуры был очень маленький и холодный зал, а сейчас будет намного удобнее. Пространство построено и оснащено на средства президентской дальневосточной единой субсидии, благодаря инициативе президента России Владимира Путина и при непосредственном участии полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Добавим, что в Якутии по президентской субсидии построены 2 аналогичных спортивных комплекса в Алдане. Марферина Алексеева, Аэлита Монхо, Якутск. Фольклор народа сегодня, опыт, проблемы, дальнейшее развитие. Так назвали республиканский методический семинар. Приняли участие около 100 человек со всей республики. Среди них были руководители фольклорных коллективов, клубных формирований, специалисты домов Лонхо и Арчи, а также педагоги доп. Образования, студенты и научные работники. На мастер-классах прошли занятия по различным жанрам якутского фольклора. Особое внимание уделили постановке дыхания, голоса, оттачиванию шлифовки, техники колысах. Также проведено занятие, где учили игре на якутском народном инструменте со струнами из конского волоса. Ну а в Ленске в Центральной библиотеке прошла ярмарка издательства «Аяр», где были представлены книги якутских писателей. Среди них детские издания, а также большой выбор книг для взрослых. Многие написаны на 2 языках. В продаже представили и национальные настольные игры, рассказывает Светлана Балеева. На ярмарку организаторы привезли более 500 книг на русском и якутском языках. Среди изданий были произведения русской классики, а также красочные детские сказки. Интерес к якутской литературе проявили многие ленчане, приобретали сразу по несколько книг. Как мы уже знаем, тут большинство русскоязычное население и берут книги на 2 языках.
чтобы сразу на русском и на якутском. У нас вот очень хорошо сейчас продалась сказка, якутские сказки на 2 языках. Это наша новинка нашего народного писателя Сорону Мулона. Также мы выпустили вот недавно книгу «Мифы и легенды Севера». Ее прямо разобрали. Мы ее даже еще не успели выставить. Ксения Корнилова долго не могла найти книгу под названием «Беда». Это издание написано по реальным событиям. Оно о авиакатастрофе, произошедшей в Якутии, в Алекнинском районе. И вот счастье, на ярмарке она была. Купила этому мужу. Он был очень заинтересован, и он искал. И поэтому будет для него 23-й подарок. Также я приобрела настольные игры «Хабулык», «Хамуска», «Тырынка». Это по моей работе. Я лично заинтересована с такими играми. И с детьми буду играть дома. Сделала Ксения и подарок себе. Приобрела книгу о якутской целительнице. Такие мудрые советы дают, и хотелось бы узнать. И все это на якутском языке. Хочется почитать на якутском языке и узнать историю этой женщины. Книг, написанных по реальным событиям, здесь было достаточно много. Это издание о репрессированном из Грузии, живущем всю жизнь в Якутии, история девушки, уехавшей за своим спутником в Среднюю Азию и попавшей там в сложную ситуацию. Много книг о шаманах, целителях, интересные издания о животном мире Якутии и другие. Также календари, обереги, магниты и большой выбор настольных игр. У нас большинство настольных игр представляется в виде карточек. Они и как увлекательные, они и занимают, да, как семьи, детей, но и они являются развивающими у нас. Поэтому их очень хорошо берут, они популярны. В Ленске ярмарка «Аяр» проводится в первый раз, но не последний, это точно. Интерес ленчан к художественным книгам якутских авторов велик. Многие уже высказали пожелания. Все они будут учтены, и в следующий свой приезд издательский дом обязательно привезет якутскую литературу на русском языке. Ярмарка проходила всего 1 день. Практически все книги были разобраны. Те, кто не успел приобрести интересующие издания, могут сделать заказ на сайте издательства. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Впервые в истории молодежного фестиваля «Мусустар» в рамках трека «Открой Якутию» проходит конкурс на лучшее изобретение туристического сувенира. Организаторы подчеркнули особую актуальность конкурса, так как он напрямую повышает имидж республики. Цель конкурса – изготовление особого сувенира, который заставил бы туристов помнить о Якутии. Также организаторы пригласили тревел-блогера Алексея Жирухина. Много и давно путешествую по Якутии, и вот пригласили на этот фестиваль «Мусустар» и в качестве амбассадора именно трека путешествий. Очень здорово, что такие мероприятия есть, потому что они мотивируют развиваться, да? Люди видят друг друга и видят, к чему можно стремиться. Ну и, конечно же, это хорошая, в принципе, мотивация для молодых людей развиваться в области туризма, узнавать что-то новое, потому что именно на таких фестивалях ты, во-первых, знакомишься с другими людьми, да? Находишь новых партнеров, находишь новые какие-то взаимодействия, ну и, естественно, растешь. Тем временем все ближе к старту основная часть молодежного фестиваля «Мусустар». В рамках фестиваля провели деловую игру «Команда моей мечты», организаторами которой выступил Центр «Мой бизнес». Из 31 команды в финал пробились 10. Как прошел заключительный этап и какой улов стал лучшим? Об этом в сюжете. Деловая игра состоит из 2 этапов. Первый провели в онлайн-формате. Участники разделились на команды, где в каждой было по 7 человек разных профессий. Они защищали свои проекты в форме дебатов. Второй этап состоялся сегодня в медиа-центре, куда съехались команды из 10 районов Якутии. Это и северные, заречные, центральные, вилюйские и южные районы. Данный конкурс очень полезен для прививания навыков, как начать свой бизнес, вообще порядок планирования бюджета, финансовая грамотность. То есть очень много положительных моментов. Безусловно, наш конкурс имеет призовые места, то есть все 10 команд сегодня поборются за 3 призовых места с суммой гранта до 100 тысяч рублей. Команда «Тампонские горы» успешно прошла первый этап. В их активе молодые педагоги и предприниматели, студенты и представители рабочих профессий. Участница игры Анастасия Краснова отметила, что их команда старается участвовать во всех мероприятиях.
Мы подготовили проект, который был мобильное приложение спортивное. И, в общем, развили его с очень хорошей экономической прибылью. В общем, прошли успешно во второй этап. И мы сегодня здесь поборемся за первое место. Желаем всем участникам удачи и успехов. Якутия славится своими красивыми пейзажами. Поэтому Центр «Мой бизнес» поддержал тему развития туризма в республике и на первом этапе предложил участникам разработать проекты, связанные с раскрытием потенциала родных улусов. Так как Амга славится своей красотой, мы сделали туристический лагерь для посещения нашей родной земли, где она была расположена рядом с рекой Амга, и можно было приятно провести свое время, отдохнуть. А ребята из команды Оленёкского улуса планируют реализовать свой проект, который они разработали на первом этапе деловой игры. Глава Оленёкского района с 23 по 25 годы объявила годом ивенкийского языка в Оленёкском районе. Наш проект приурочен к году ивенкийского языка, и он относится к туризму. Мы готовы реализовать наш проект. В нашем районе, к сожалению, не развита сфера туризма. И этот наш проект первый в нашем районе. По итогам игры команда «Моей мечты» первое место заняли делегаты из Нюрбинского улуса, второе забрали представители Тампонского района, третье место присудили команде Горного улуса. Напомним, что Владимир Путин поддержал проведение молодежного фестиваля «Мусустар», в рамках которого состоялась деловая игра. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Номинацию «Волонтер года» вручат в финале фестиваля «Мусустар» 17 февраля в Центре спортподготовки «Триумф». В финал премии прошли 36 из 150 волонтеров. Их также наградят по 11 остальным номинациям 16 февраля. Как сообщили организаторы, больше всего заявок поступило по номинациям «Волонтер года», «Незаменимый лидер», «Волонтерская организация года» и «Социальный волонтер года». Так, в текущем году за победу в номинации «Волонтер года» поборются Иннокентий Ильин, Виктория Панькова и Владлена Павлова. Призер Олимпийских игр Яна Кудрявцева на фестивале «Мусустар» даст мастер-классы гимнастам Якутии. Обучение пройдут спортсменки из Нюрбы, Нерюнгри, Покровска, Намцев и Якутска. 16 февраля в новом многофункциональном зале школы номер 39 пройдут мастер-классы Яны Кудрявцевой. Девочки смогут пообщаться с титулованной спортсменкой и получить на память автограф. Ну а вечером 16 февраля 150 гимнасток из спортшколы и клубов республики будут участвовать в большом концерте, постановщиком которого стала тренер и руководитель клуба «Либерти» Александра Бронских. А Яна Кудрявцева поддержит девочек. Впервые в программу фестиваля в этом году был включен турнир по футбольному фристайлу. По признанию организаторов, они шли на небольшой риск, ожидая, что участие в турнире примут 5-6 спортсменов. На деле же в Якутск приехало более 20 фристайлеров из разных районов. Соревнования прошли в атмосфере большого спортивного праздника. О том, как это было, расскажет Александр Хавренко. Первый республиканский турнир по футбольному фристайлу собрал более 20 участников со всей Якутии. Как оказалось, этот вид спорта развивается не только в Якутске, но и во многих районах республики. Участников поделили на две категории. Новички, те, кто занимается фристайлом меньше 3 лет, и профи, те, кто увлекается мастерским владением мячом уже более 3 лет. В упорной борьбе бронзовую медаль первого турнира среди новичков взял Ян Кириллин из Нюрбинского улуса. Фристайлом занимаюсь 1 год, но в общем я футболист, мини-футбол 4 класса. Не ожидал, впервые эмоции вообще непредсказуемые, не могу говорить. Организация впечатляет, впервые проходит такой фестиваль, поэтому грандиозно. Первое место среди новичков занял Андрей Платонов из Кобяйского улуса. Благодаря победе над новичками организаторы пригласили Андрея посоревноваться с профи, но тут опыт взял свое. Но золото новичков тоже дорогого стоит. Фристайлом в школе занимался в 10 классе. Потом узнал, что в Мусустаре есть такое направление по футбольному фристайлу. Я обрадовался и принял. Неделю тренировался. Все парни молодцы, очень хорошие, достойные участники. Я сам удивился, что занял место. Я как просто хотел принять участие. Но все-таки первые
Первый фестиваль, да? Масштабно, не ожидал. Я думал, где-то в комнате будем сидеть. Оказывается, на стадионе Дахсун. Главным идейным вдохновителем турнира по фристайлу стал Петр Говоров. Сам он уже более 16 лет занимается фристайлом, и провести турнир по этому виду спорта было его заветной мечтой. И вот в этом году, благодаря фестивалю «Мусустар», мечта воплотилась в реальность. Даже на чемпионате России такого уровня, масштаба нету. Это я говорю реально и честно. Даже на чемпионате России. Я был там и участвовал. И на чемпионате Европы тоже. Это уровень. Республика Саха-Якутия, город Якутск, вы лучшие, вы суперские. И, конечно, мы будем продолжать, мы будем идти дальше, мы будем приглашать хедлайнеров, может быть, даже в следующем году именитого футболиста. Я не буду говорить кого, но он очень крутой. Главный итог первого турнира Якутии по футбольному фристайлу – то, что нашлись люди, желающие выступать и соревноваться. И наверняка после первого турнира в дальнейшем для участия съедутся уже не 20 спортсменов, а сотня. И, возможно, на следующий фестиваль «Мусустар» посоревноваться с нашими ребятами приедут фристайлеры из других городов и субъектов страны. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. И еще о спорте. На чемпионате Дальнего Востока по вольной и женской борьбе Якутию представят более 70 спортсменов. Соревнование в Нижнем Бестяхе станет отборочным на чемпионат России. В спорткомплексе «Парус» сойдутся борцы из регионов Дальнего Востока, чтобы оспорить право выступить на чемпионате страны. На ответственный старт заявлены одни из ведущих борцов республики, в том числе действующие чемпионы Якутии: Уйгулан Иванов, Джулусхан Тотонов, Олег Фомин и Никита Сафронов. Выступят и победители первенства России Лев Павлов и Станислав Свинобоев. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.